В ближайшие выходные Минск отметит день рождения. Площадка в центре города на 2 дня переместится в прошлое. Там пройдет фестиваль «Менск старожитный». О нем нам расскажут наши сегодняшние гости, организаторы проекта Игорь Усенко и Александр Рак. Доброе утро. Доброе утро, Игорь. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, судя по названию, уже понятно, что главным героем нашего праздника станет как раз-таки город. О каких эпохах мы сможем узнать? Поскольку город, то сразу мы обо всех эпохах и будем говорить. Уникальность нашего фестиваля как раз в том заключается, что мы охватываем все эпохи, которые соответствуют истории нашего города, а это все-таки 10 веков, почти 1000 лет. И вот за эту 1000 лет мы, начиная от Полоцкого княжества и заканчивая Второй мировой войной, показываем все страницы нашей истории, вот становление нашей государственности, независимости, столицы города Минска. И все в целом получается под одним девизом «Путь к независимости». Ну, помимо того, что это будет очень красивое костюмированное представление, какие развлечения вы приготовили для детей и для взрослых, конечно же? Ну, у нас, наверное, такой вариант, когда мероприятие интересно всем возрастам. И я немножко дополню, то, что у нас даже в этом году мы копнули глубже. Не только 10 веков белорусской истории, но у нас будет такая интерактивная зона, это первобытная стоянка. Это уже 26 тысяч лет от сегодняшнего дня, то есть такая интересная зона, на которой можно будет посмотреть на как примерно выглядела стоянка первобытного человека на территории Республики Беларусь. А как вы узнали, как она выглядела, чтобы воссоздать? Ну, есть же раскопки, есть археологические исследования. То есть все будет максимально точно в соответствии с исследованиями? Постараемся, да. Класс. И об интерактиве на этой площадке как раз-таки будет работать мастер, который занимается изготовлением наконечников стрел копий из кремния. Камень-кремень, и вот прямо на фестивале можно будет понаблюдать за этим процессом. Гости фестиваля, может быть, поучаствовать конечно, могут, да? Конечно. Будет много мастер-классов, это только один из них, потому что будут и кузнечные мастер-классы, и оружейники. Во всем можно принять участие. Монеты будете делать? Я знаю, вы делаете такие памятные монеты. Есть монетный двор, будет монетный двор Великого княжества, и тоже можно будет подойти и собственноручно изготовить такую монету сувенирную. А куда подходить? Подожди, да, потому что весь город будет, мы пока вот как раз говорим об этом, а где площадка находиться-то будет? Локация фестиваля находится тоже традиционно, поскольку фестиваль уже проходит не первый год. Это зеленая зона на пересечении 2 проспектов, Машерова и Победителей. Напротив гостиницы «Планета», то есть все знают, да, как раз-таки в районе вот этой зеленой зоны. Так что, друзья, обязательно приходите. Во-первых, можно унести с собой уникальные сувениры и уйму хорошего настроения, ну и поучаствовать в таком интерактиве и узнать еще немного об истории города. Ну и что приятно, что вход абсолютно бесплатный, как мы помним, да. Скажите, не сказывается ли это как-нибудь, может быть, на качестве того, что мы увидим? Все-таки люди придут посмотреть. На качестве никоим разом, поскольку у нас качество с каждым годом все время улучшается. Чем традиционный фестиваль, тем больше интереса вызывает у реконструкторов, которые приезжают поучаствовать, они уже планируют за год, куда они поедут в следующем году, и поэтому вот эта наша зона, тем более, что зона совершенно, может быть, и историческая, потому что где происходила битва на Немиге, с которой Минск вошел в летопись, никто до сих пор не знает. И вот эта площадь на берегу реки очень даже подходит. Символичная, вполне могла бы быть и там. Она абсолютно, да, символичная, и здесь проходила, не здесь, но вот само место притягивает, и плюс еще стела у нас там героическая, и на здании написано «Минск город-герой». То есть у нас все вместе, все это аккумулирует вот эту энергию прошлого, вот этого нашего героического исторического прошлого. Потрясающе. Я вот знаю, что очень много приезжает на такие праздники не только белорусы. Приезжают и россияне, и украинцы, Казахстан приезжают, даже дальние регионы России в том числе приезжают. Я на Дне независимости работаю как раз в выездной студии. И вот люди приходят и говорят: у вас так классно. Вот расскажите, а интерес у белорусов к белорусской истории насколько велик? Люди приходят просто за весельем, за интерактивом, за играми, зрелище? Или, может быть, ваши, я не знаю, как правильно сказать, актеры, да, которые участвуют в этих постановках, и реконструкторы, может быть, они делились, вот реально, насколько интересуются именно историческими нюансами? Вот здесь я точно могу сказать, что интерес вызывает вообще все. Не только зрелищная часть программы, когда рыцари скачут или рыцари бьются в пеших строях, а речь идет о том, что мы же еще помимо этого даем информацию. Мы рассказываем, у нас все время идет текст. И приятно слышать от людей благодарность за то, что они узнали много нового. И что касается наших сражений, и что касается вот даже тех же мастер-классов, когда они неожиданно узнают мало того, что как делать, а как это было раньше, и во что были одеты, и какие секреты ремесла. Вот на одном мыловарении можно столько интересного рассказать, как славяне мылись, и почему было меньше инфекций, эпидемий всевозможных,
и какие там использовали средства и все остальное. То есть вот эта информативная часть присутствует обязательно. И поэтому что для детей, что для взрослых мы обязательно даем вот этот большой объем информации для того, чтобы помимо всего этого видеоряда, который они видят, они еще получили информацию для себя. Ну, вот у нас Надя педагог, но я думаю, что согласятся все абсолютно, что... ну, что ты стесняешься этого? Я не стесняюсь, все хорошо. Все согласятся, что историю так намного интереснее, и она как-то эффективнее впитывается. Тут как фестиваль науки, про который мы тоже рассказывали, он тоже будет День города проходить. Тоже дети смогут так и науку как-то ближе к себе подпустить, да? А расскажите вот про ваших реконструкторов. Это профессионалы, которые связаны, возможно, с археологией, либо с другими сферами, историки. Или это любители, которые просто любят историю и вот на энтузиазме как раз-таки участвуют? И вот, да. Пожалуйста, да, Александр, расскажите, может быть, или да. да. А потом я дополню просто. На самом деле, те, кто занимается реконструкцией, можно сказать, что это часть жизни стала для многих людей, а если говорить о профессиональном составе, то совершенно разные люди. И, наверное, историков там меньшее количество, Например, чем чтобы инженеров. зрители конструкторов. сейчас удивились, кто, Кто эти люди, даже которые кто делают? может Так вот, заниматься представьте, реконструкцией. да, начиная от сантехников, таксистов, водителей, инженеров, педагогов в том числе, да, плюс к этому и действительно люди, которые занимающиеся историей. И у нас, например, вот можно смело в книгу Гиннесса вносить его. У нас в конном строю будет опять биться Михаил Милованов, это депутат Национального собрания Палаты представителей, Да-да-да. который уже 25 лет в конном строю, в рыцарских доспехах сражается, и в этом отношении ему просто на территории СНГ, я не знаю, равных. Да, и поэтому вот абсолютно широкий спектр увлекающихся, и все профессии, я смело могу говорить, в этом деле участвуют, и все увлечения, да, присутствуют. Люди, получается, сами показывают свою инициативу, приходят к вам, говорят, возьмите нас, мы готовы сделать то-то, то, а вы А уже можно к вам так рассматриваете. попасть? Вот. Да. Да, но большинство людей сделали этот выбор уже много десятилетий назад, потому что сейчас средний возраст такой реконструкторов, он, наверное, 30, там около 30. Интересно. Приходят, естественно, и новые постоянно, но вот костяк белорусской реконструкции — это уже вполне стоявшиеся люди, которым перевалило там за 30 лет, скажем так. Так что, друзья, если вас выбор на заинтересует, всю это жизнь, все скажем вовлечет, то да, обязательно приходите, предлагайте ваши кандидатуры. Есть ли какие-то экзамены для реконструкторов? Что нужно пройти человеку, когда вот он говорит, я хочу? Что вы предлагаете? Вот тут начинается сразу с одежды, потом начинается подготовка оружия, обмундирование. То есть каждый реконструктор свой костюм и свое Он оружие. сам создает? Берет свое Да, с собой, да. сам или заказывает, но в любом случае он участвует в каждой мелочи всей своей Подготовки, амуниции. да. Слушайте, это безумно интересно. Мне кажется, можно говорить об этом бесконечно. А вот этот но костюм лучше прекрасный. Это вы его с увидеть. собой Пока взяли? Надя Он лично устраивает ваш? модный приговор. Конечно. Ты представляешь, примерить? вот, нет, я воздержусь, я думаю, мне не Мы очень. примерили, если бы вот не найдена прическа. Но расскажите, пожалуйста, еще раз напомните зрителям, куда приходить, во сколько и что с собой брать. Брать можно только себя и свое настроение, да, энтузиазм. Хорошие. Мечи не берите дома пока. Да, потрогать мечи, сабли, оружие, это вам позволит. Да, а приходить с 10 утра завтра в субботу у нас начинается открытие, и пошла нон-стопом непрерывная программа наших локаций, и это будет и интерактив, и это будет сражение на ресталище, и все, что у нас есть, это все будет показываться с 10 до 8 вечера, и потом будет еще концертная программа, и, соответственно, в воскресенье тоже мы вот с утра начнем, и в 3 часа до 3 часов будем Замечательно. проводить мероприятие. Спасибо большое вам. Спасибо огромное. О фестивале «Менск старожитный» нам рассказали его организаторы Игорь Усенко и Александр Рак.